Клименте, смотрится. Вот постановление. Кто из автомобилистов не слышал этих, звучащих как приговор, слов инспектора? Не пристегнутый ремень, не горящие фары, не чистые номера. Мелкие нарушения есть у каждого. И если раньше, получив квитанцию, надо было хорошенько раскошелиться, то теперь появилась возможность получить 50% скидку. Дела из-за дик году нахан, ой нах сихнах модуй, дела собор хальч диктор нарушаться яш. Yok поддержку нахан водитель снадуй дешел гуман. Дуй мах халга дайлч и ах дадахали докук дук. Но это при условии, если водитель в течение 20 дней досрочно оплатит штраф. Такая скидка предусмотрена только для законопослушных граждан. В Кодекс об административных нарушениях Государственной Думой внесена новая статья. Если инспектор составил в отношении водителя за нарушение правил, например, проезда пешеходного перехода, это 1000 рублей штраф. Если этот нарушитель законопослушный, понял свое нарушение и в свое время установлены законодательством сроки, это первые 20 дней после составления постановления. Если этот нарушитель оплатит штраф, то этому нарушителю будет сделана скидка. Однако есть ряд ограничений. Так, за повторный проезд на красный или выезд на встречную полосу водителю придется оплатить всю сумму. Также не обойдется штраф и водителей, которые попались в нетрезвом состоянии. При таких обстоятельствах на скидки рассчитывать не стоит. Такие грубые нарушения, опасные нарушения, не будут делаться скидки вот таким нарушителям. Следовательно, значит, будут применяться меры по высшей планке, то есть за такие нарушения, повторные нарушения, водителя без всяких скидок будут наказывать путем лишения права управления от 4 до 6 месяцев. А это уже новый пешеходный светофор. Преимущество этого двухлазового в том, что его невозможно не увидеть. Его желтые огоньки видны за несколько километров. Первый такой светофор появился на проспекте Кирова у 56-й школы. Всего их по городу 4. На перекрестке Интернациональная, Сафонова, Айдамирова, Суворова и по улице Узуева. В следующем году вот такие светофоры планируют установить еще в 6 точках столицы. Кроме того, подлежат реконструкции наиболее загруженные участки дороги, в их числе и улица Маяковского. По проекту на этой улице планируют сделать круговую, чтобы разгрузить этот участок дороги от заторов. Кроме того, подлежат реконструкции развязка площади Минутка и улица Алтайская Старопромысловского района. Их также расширят вдвое. Ислам Ялимбаев, Муса Астамиров. Новости.